Штаб, название появилось само собой, потому что тогда, когда мы создавали и собирались, было настолько равнодушие, настолько было непонимание, что мы теряем национальную тему, что татарский язык, татарская культура в Москве была настолько невостребована, неинтересна, незначима. И когда мы начали этим заниматься, вот эта вот группа энтузиастов молодежи, нас было не так много, может быть, там 15-20 человек, да. Вот мы, ветераны штаба, в прошлом году решили собраться. Да, уже многих в живых нет. Вот, значит, ну вот 7-8 человек мы собрались, ветераны штаба, которые были на этой исторической встрече 13 октября 1997 года. Вот. И поскольку у нас такая неприемлемая политика, позиция, и чтобы как-то сами себя зарядить и зарядить равнодушных людей, мы это сделали как в борьбе. Мы за сохранение татарского языка, культуры в большом мегаполисе, а центр всего этого – штаб. Ну, у нас в штабе примерно в год, примерно 10 человек женится, да, 10 человек женится. Если вообще в Москве найти татарку, то только в штабе, я считаю. Ну, потому что мы созданы в Москве, а в России есть ВКТ, в которых есть отделения, 460 отделений. В каждом большом городе есть татарские организации, да. Но мы сотрудничаем очень со многими. Мы ездим по России много, по городам Татарстана ездим. Ну, как-то у нас наша политика, она все-таки наше поле действия и влияния, оно как-то на Москву больше, конечно. Общественная деятельность, наверное, это призвание души все-таки, потому что у нас же нет нормированного рабочего дня, у нас нет коэффициента, у нас нет чаши весов, на которые мы можем положить и оценить свои затраты эмоциональные, духовные, значит, душевные. Вот, поэтому я считаю, это призвание, конечно, призвание. У нас все работают на добровольных началах, у нас все основано на энтузиазме, на патриотизме, на понимании нужности нашего дела. Ну, надо сейчас проводить политику, чтобы все вот древо жизни делали, да, свое, значит, своих родственников поднимали. Значит, только разъяснительные беседы через студентов, через молодежь. А поговорите со своими, значит, друзьями. И, друзья, поговорите со своими бабушками, дедушками, пока они живы. Храните семейные альбомы. Вот это же основа семьи, основа, значит, родства какого-то. Поэтому надо пропаганду, разъяснительные работы проводить. Ну, зарабатывает именно штаб татар. При штабе татар еще 24 года назад были созданы коммерческие структуры, да, которые помогают в штабе в проведении мероприятий. Вот. Штаб татар, значит, на ифтар мы собираем отдельно, потому что деньги ифтара, они не смешиваются с другими деньгами. И вот я вам скажу, случай был, он года 4 назад, когда нам на ифтар хотели сдать деньги многие, а мы их не взяли. Потому что у нас уже все было распределено. Вот это нас очень порадовало, да. Штаб татар не коммерческая структура. У нас есть свои проекты, мы выпускаем газеты. Мы очень много газет выпускаем. Вот мы выпускаем 16 тысяч газет в год, да. Не выпускаем, а подписка у нас. Мы выпустили в прошлом году 5 тысяч газет на столетие Татарстана. У нас видеоматериала очень много. Вот, например, у нас на YouTube-канале 15 тысяч, да. Инстаграм 45 тысяч. Вот мы сняли 100 человек, выдающихся татар, которые вложили свой вклад в республику столетия, да? Вот. Это же огромная работа, это режиссура, это операторы, это люди. Все это у нас делается на энтузиазме, конечно. В районе 100 мероприятий у нас в целом, да? Вот. Я вам скажу, что штаб до октября 2017 года проводил в районе 30 мероприятий.
30, не больше. И в штабе у нас было в общей сложности человек 500, наверное. Вот после вот этого вот кризиса с татарским языком штаб татар как-то мобилизовался, и мы нашли очень много единомышленников. Вот это, значит, и у нас он расширилось активистов до 3000, и мы мероприятий 100 000. Мы хотим больше охватить молодежь. У нас появились новые клубы. Вот, значит, например, клуб «Мафия», 600 человек там, да, вот, они каждую неделю проводят мероприятия. Значит, у нас, время диктует свои условия, у нас меняется формат, меняется потребность, меняется вектор политики. Мы на что-то обращали внимание, сейчас на что-то другое, например, да, поэтому, исходя из вынужденной потребности, я считаю, они нужны, эти мероприятия, людям. Конечно, в штаб. Потому что вот если вы татарин, если вам еще лет 18, и вы приехали на первый курс, да, вот вы приходите в штаб. У вас в один день появляются знакомые милиционеры, адвокаты, врачи, строители там, кто-то. И мы все, у нас у всех внутри генетический код. Нас всех объединяет одна история. У нас с вами одно прошлое, у нас с вами одно будущее, да? В наше, даже если рассмотреть анализ крови взять, у нас кровь у многих одинаковая. Нас объединяет вот эта вот тяга, мы тянемся к своей нации, мы хотим дружить с татарами, мы хотим коллег татар, нам по менталитету у нас все равно есть генетический код, да? И поэтому как-то проще дружить татарам с татарами. Вот. Мы никакие нации не делим, мы никакие нации не сравниваем. Мы отвечаем и обсуждаем только свою нацию. Но, конечно же, татарам надо дружить с татарами, вырабатывать татарскую среду, вот, вырабатывать татарский бизнес, в конце концов, и, конечно же, создавать татарские семьи. Мы как раз этим занимаемся последние 6-7 лет. Мы занимаемся объединением тюркских народов. И вот даже вот языковой кризис наш, он ведь касается и тюркские все народы. Да? Мы регулярно проводим ифтары с тюркскими народами. Вот вы представьте, значит, два момента. Первое. Вот мы сейчас начинаем делить татары, мишары, северные татары, да? А вот буквально каких-то, например, допустим, до революции мы делили татары уйгурские, татары кумыкские, татары, значит, татарские, татары московские, вот, и все тюркские в Москве назывались татарами. Татары, просто азербайджанский татарин, значит, кумыкский татарин, ногайский татарин, вот. А теперь мы делим вот так. Поэтому вот мы собираемся на ифтар. Перед нами выступает уйгур, карачаевец, балкарин, значит, и у них одинаковый язык. И мы видим все-таки по сохранению языка через 100 лет будет интеграция с тюркскими народами. Но это касается только Москвы, я думаю. Это других регионов не касается. Поэтому мы с тюркскими народами, значит, видим в будущем много точек соприкосновения и много помощи друг другу. Вот мы создали партию тюркских народов, мы создали коммерческую структуру с тюркскими народами. Этого никто никогда не делал. Мы большое внимание уделяем, значит, всем тюркским народам, и еще больше внимания уделяем нашим самым близким братьям. Это башкирам. Вот мы вместе, у нас и сайты вместе, и клубы вместе, и мероприятия вместе. Ну, вы знаете, мы как-то однажды собирались на какой-то юбилей Исхаки, да, и мы даже решили вот его стрелку часов остановить и запустить в обратном направлении. Вот. У нас еще есть потенциал, еще есть люди, мы в это верить не хотим, да. К сожалению, вот после этого кризиса
у нас получилась переоценка сознания, да, пока мы находимся в такой ситуации. Но вы вспомните историю татарского народа, когда нам было легко, у нас было много трудностей. У нас не было и государства, и руководства. Это вот после Ивана Грозного, после Екатерины, что там только не было. Вот где-то запрещали, где-то, но все равно у татар свойственно это, значит, сохраним мы татарский язык, сохраним татарскую культуру и передадим ее будущим поколениям. Вот мы очень оптимистично на это смотрим.